Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melakukan kemajuan-kemajuan pada operasi militer khusus. Hal tersebut dilaporkan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konashenkov pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MODRasia pada Senin 30 Januari 2023. Di wilayah pemukiman Liman Pervi, Olshana, dan Krakhmalnoye di wilayah Kharkiv, aksi 4 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina dihentikan. Pada siang hari hingga 50 prajurit Ukraina, pengangkut personel lapis baja dan howitzer propellet Achachia dihancurkan ke arah ini. Depot amunisi Brigade Mobil ke-81 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat kota Kramatorsk di Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh dalam arah ini berjumlah 90 prajurit Ukraina, kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 14 kendaraan, 2 howitzer self-propelled Achachia, 2 howitzer D-20 dan D-30, dan 2 MLRS Alder dan Smerch. 2 sistem artileri M777 buatan Amerika Serikat, 2 tunggangan artileri self-propelled Paladin buatan AS, dan 1 radar kontra baterai ANTP Q-50 buatan Amerika Serikat juga dihancуркан. Пехоты, 4 боевые бронированные машины, самоходное орудие НОНА-С и боевая машина РСЗО «Град». На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Курахово и Антоновка Донецкой Народной Республики. В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 2 самоходные гаубицы «Акация», 2 гаубицы Д-20 и Д-30 и 2 установки РСЗО «Альха» и «Смерч». Также уничтожены 2 артиллерийские системы М777 производства США, 2 самоходные артиллерийские установки производства США «Паладин» и 1 радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. На Южнодонецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступательные действия и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Причистовка, Шевченко Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области. В районах населенных пунктов Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. Потери Вооруженных сил Украины за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, 1 танк, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 2 автомобиля и 2 самоходные гаубицы «Акация». На Херсонском направлении в районе города Херсон и населенного пункта Новоалександровка Херсонской области уничтожены 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, а также склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины. Оперативно-тактическая авиация ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Яковлевка Донецкой Народной Республики, Житловка, Червоное Деброво Луганской Народной Республики. Также перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймерс», «Альха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Маринка, Горловка, Златоустовка, Еловайск Донецкой Народной Республики и Чаплинка Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Новый Свет Донецкой Народной Республики сбита противорадиационная ракета производства США «Харм». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 381 самолет, 204 вертолета, 2980 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7670 танков и других боевых бронированных машин, 995 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3956 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8218 единиц специальной военной автомобильной техники. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.